Ну, доброго вечера, Осетия. И не только. Радует то, что сегодняшний повод, инфоповод для пазлов искать особенно не пришлось, потому что у нас тут на выходных состоится полуфинал вокального конкурса «Ажарма». И мы решили, в принципе, понять, что происходит сейчас на остинской эстраде в целом, ну, пока участники замерли в ожидании, и пригласили для этого компетентных гостей. И у нас в гостях Руслан Кабалоти и Маргарита Бирагова. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Ну, как вам конкурс? Говори, Руслан. Так вздохнули. Не, ну я поступлю не как джигит, а как джентльмен и Спасибо. уступаю вот вам, да. Спасибо. Ну, я, во-первых, хочу выразить свое восхищение, так как с 2008 года я пробовала делать подобные конкурсы молодежные. Но один в поле не воин, а вот когда-то устаешь, и тут вдруг на Эристон ТВ такой потрясающий проект. И низкий вам поклон, потому что благодаря вам мы открыли для себя целую плеяду новых восходящих звезд. Руслан, согласны? Ну, конечно, согласен. Во-первых... Что ж теперь делать? Приходится соглашаться. Ну да. Вообще, мне кажется, если нет у артистов живой конкуренции, если они видят развитие, это очень плохо. Человек должен, смотря на других исполнителей, себя видеть со стороны и развиваться. Если ты смотришь и варишься только в одном супе, ты не будешь дальше производить ничего вкусного. Поэтому артист должен видеть как что-то новое, выезжать на фестивали, на конкурсы. А когда, тем более в республике, друг друга никто не знает, это очень плохо. А у молодых людей есть возможность узнать, кто что поет, в каком направлении. Может быть, поменять жанр своего вокала. Мы же берем вокальный конкурс. И мне кажется, надо чаще такие смотры делать. И я вот рад, что вот создали такой проект и дали возможность молодежи себя проявить. Я не зря спросила, потому что до того у нас был опыт с конкурсом Фандерма, и его раскритиковали в той же сети Инстаграм. Давид, помнишь? Конечно же, я не помню, я же его всего лишь вел, и критиковали в том числе и ведущего. Кстати говоря, что писали? Писали разное, и хотелось бы похвастаться, просто за 2 минуты вы успели про наш Ажарма сказать столько хорошего, что я не могу упустить возможности, я его веду. И в связи с этим вопрос, вам не кажется странным, что все эти музыкальные проекты всегда ведет человек абсолютно далекий от музыки, абсолютно не умеющий петь, не имеющий слуха? Ты хочешь о себе поговорить? Нет, я про Нагиева, например. Не, ну мне нравится утонченный юмор, который изливается из твоих уст. Ты очень хорошо чувствуешь вкус публики. Но сегодня не бенефис Давида. Все-таки, да, если вдруг ты не знал, то мне бы хотелось все-таки остановиться на той критике, которая была в адрес того конкурса. Говорили о том, что, ну, остинскую гармонь, если с позволения музыкантов я могу ее так называть, фандыр, не стоило брать и перекладывать мелодии на новый лад и использовать ее как-то иначе, чем мы привыкли слышать. Ну, Дзера, справедливости ради стоит сказать, что тогда общество разделилось на 2 лагеря, и опять же, справедливости ради, 60 или 70% комментаторов и, в принципе, опрошенных мною в очной ставке поддержали идею, сказали, все круто, вот надо развиваться и так далее. Ну, 40% ретроградов это всегда имеется, и не только в Осетии. Но у нас они очень громкогласные. Вот, гости, пожалуйста, ваше мнение, почему Руслан, так? ты позволишь мне, да? Вообще всегда было удивительно, почему в первую очередь все встречается критикой. Во-первых, нужно понимать, что это очень решительный поступок, когда мы начинаем новый проект запускать, и когда мы думаем о том, как что-то открыть, что-то по-новому подать. Это уже геройство в наше время. Вот. И поэтому я наоборот, я считаю, что такие проекты дают возможность молодежи импровизировать. Я именно импровизацию в первую очередь приветствую. То есть это не кощунство? Совершенно нет. А как мы должны как методы, какие пробы, ошибки, да, ну а как по-другому? Развитие по-другому быть не может. Поэтому, ну, попробовали, ну что-то не получилось, получились советы, продолжаем работать дальше. Зато всегда есть место открытию.
Нет, кстати, это хороший стимул для создания факультета критики в республике, потому что у нас, Это у нас любят. умеют, да. И поэтому, чтобы это было профессионально, надо, чтобы люди имели хотя бы корочку, занимаясь этим в соцсетях. Официально, чтобы все было. Как вчера помню, в какие штыки люди встретили, например, двигатель внутреннего сгорания. Но если серьезно, любые новшества всегда встречают отпор значительной части населения, потому что привыкать к новому это всегда сложно и энергозатратно. Давайте немного к истории, да. Вот, например, 80-е годы, да, мы помним, насколько была развита тогда эстрада стинская. Но если кто не помнит, то, наверное, самое время им об этом напомнить. Давайте посмотрим фрагменты. Помадуне, парный сарай, ах, шажгон ману, авон, акон, аусыбон петон, ахурхай, падайден масандевон, эй, аусыбон петон, ахурхай, падайден масандевон. Капанаймам фертев тамалушак, жахтон мавалса гырсыт. Сины уалтаманай, нокчын заубабустан, фалават жымак жынсыр. Малушак, чидынам барсани, охайда синдыравды. Чимада варсани, чимадын жарзани, варжоны жарагмана. Птица, как терек, горной дорогой, конь горячий твой. Солнце застыло в небе высоком за твоей спиной. Люди смеются вслед удивленно, маленький какой. Эй, он легко летит. Иудей. Он сейчас болеет, бедный. Не твой говорит. Он живет сейчас в Сочи. Вырастешь, маленький жигит. Скоро ты вырастешь, маленький жигит. Ну и, конечно же, вспомнилась еще песня «Мат» в исполнении прекрасного представителя фамилии Балаевых. Все-таки давайте вспомним, да, вот 80-е годы так все было прекрасно, чуть раньше тоже. А у нас, кстати, в период, ну, можем так сказать, правления Белара Кабалоева тоже вроде бы всем жилось хорошо, и в том числе и музыкантам. Потом у нас случился Одинцов, если мне не изменяет память, Владимир, и он принес вместо национальных танцев ансамбль пляски русской, да, там вместо фандер балалайку, и на долгое время, в общем, вычеркнул национальный элемент из нашей культуры. Потом 90-й кризис, и вот, кстати, после этого кризиса мы так и не смогли подняться, да, восстановиться, ну, за исключением периода Аркадия Цареонтия. Согласны? Ну, да, вообще-то да. Конечно, вот, кстати, вот интересный момент. Вот 80-е годы, 90-е годы. Я для себя отметила, так как я и дочь артистов, и сама 80-х годов, естественно, мы помним, на какой музыке воспитывались, и как это все было замечательно, все это было достойно. Но, видимо, каждому времени свойственны свои какие-то правила, свои стандарты, свои вкусы. Вот. И, конечно, своя цензура. Вот. А 90-е годы, я бы сказала, очень много изменили, потому что в 90-е годы на сцену хлынул огромным потоком совершенно новый пласт артистов. Все решали уже деньги, связи. Вот. И, конечно же, если это охватило всю страну, ну, такой переломный период был, естественно, что это не могло не отразиться и на нас. Ты же в 90-е начала петь, да, Марго? Да, в 90-е, да. Я помню, вырос на твоих песнях. 96-й, 97-й год, даже 95-й, да, мои первые конкурсы. Вот. Но нельзя сказать, что мы эту красивую музыку забыли. И даже сейчас молодежь ее любит, поет, и это вечное, это неприкосновенное. А вот то, что мы называем уже такой некачественной эстрадой, вот все это, мне кажется, сейчас тоже будет вытесняться. У меня такое ощущение, что мы сейчас живем в какой-то переломный период, вот, и это меня очень радует, потому что если мы уступили на долгие годы, Руслан согласится, мы часто обсуждаем эту больную тему, на долгие годы уступили место фонограмме,
такая дешевая самодеятельность вышла на подмостки. Вот. А сейчас, мне кажется, все меняется, потому что замечательные проекты, и те, которые вы сегодня демонстрируете, и те, которые мы видим с федеральных каналов, эти проекты воспитывают определенный вкус. Молодежь-то видит, вот как надо петь, оказывается, вот как оценивается мастерство на сцене, и у них развивается вкус. Все-таки это же и западная музыка влияет. Вот. О фонограмме и о вкусах поговорим немножко позже. Давайте пока посмотрим, что сейчас в тренде у нашего народа. Ну вот тут у нас Руслан в пляс пустился. Да-да. Руслан, заходит, да, эта тема? Нет. Нет? Заходит, если ты приехал на свадьбу к своим друзьям, допустим, в соседних республиках, там, слушай. Но я слушаю другую музыку. Я не люблю, когда мне навязывают то, что вот мне не хочется слушать, допустим, часами. Я могу одну мелодию послушать, допустим. Ну, такое ощущение, что это одна мелодия и есть часами. Ну да. Хорошо, так у нас есть институт осетинской эстрады? Или у нас какая-то общекавказская эстрада? Что вообще происходит? Почему вот этот феномен и засилие лезгинки Все везде? перемешалось. Мы, как бы не познавая, не узнавая свою культуру, мы как бы поглощаемся другими. В принципе, мир идет к тому, что люди начинают смешиваться, общаться, проникать одна культура в другую, стили музыки смешиваются, все. Но если мы хотим как бы свою национальную идентичность сохранить, мы должны в первую очередь свою национальную культуру продвигать, узнавать, познавать. И после этого только можно по-настоящему оценить чужую культуру и понять. Если ты свою культуру не знаешь, тебе не о чем как бы это. А не происходит ли одностороннее смешение? То есть мы принимаем эти элементы. Нас поглощает сейчас вокруг нас массовая культура, но это больше тенденция политическая, потому что есть реклама, допустим, национальная реклама, самореклама по России, по регионам. Вот сказать, вот у них все круче, а у нас вот ничего не, у нас нет веселой музыки. У нас есть очень красивые лирические песни, у нас есть замечательные героические песни. Их надо знать, любить. Но я люблю, допустим, например, соул, джаз, блюз, рок, да, но я люблю национальную музыку, и я ее как бы это впитываю, я ее знаю. И через призму этой музыки я познаю музыку мира, потому что если я еду куда-то, да, за пределы республики, я конечно, и Фрэнка Синатора приятно спеть, и Луиса Армстронга, и Элвиса Пресли и так далее, и Джо Кокера, но я в первую очередь должен показать свою национальную культуру. Меня должны узнать мой язык, мою музыку, а потом уже я могу спеть песню, которая им больше знакома. Но когда ты общаешься с людьми, ты же сначала говоришь на своем языке, а потом узнаешь, вы на другом общаетесь, давайте поговорим на вашем языке. Ну, то есть мы заимствуем эти элементы, потому что у нас недостаточно веселая музыка своя, собственно. Так Нет, получается? это как оправдание тому, что вот у нас нет столько веселых песен. Но это просто от незнания, Так, от Мне незнания кажется, культуры. все гораздо проще, ребят, если вы позволите. Конечно. Дело в том, что вот почему лезгинка так быстро, молниеносно вошла в нашу жизнь. Дело в том, что вот как Руслан говорит, да, в первую очередь надо помнить, где ты живешь, свою культуру нести. Но давайте не забывать, что у нас это все произошло по той простой причине, что так вот
популярен стал, например, один очень кавказский известный канал, да, «Девятая волна». Так, да. И артисту надо было как-то реализовывать себя, где-то свои песни ну, рекламировать, свое творчество. И, естественно, все мы стали обращаться на этот телеканал. А когда ты смотришь этот телеканал, ты слушаешь эту музыку, в большинстве, в подавляющем, мы слышим лезгинку, мы слышим соседний народ, мы видим, как реагируют люди, а как они активно заказывают эти зажигательные песни. И артисту кажется, что, ну вот что. А почему не я? Да, почему не я? А я тоже могу, хочу да. вот так, чтобы мне тоже вот так аплодировали, и на свадьбы меня приглашали. Я Вот. буду хорошо зарабатывать. Вот. да? Самое интересное, Вот. никто не задумывается над тем, что поет, потому что они же многие, если вот так изучить, вот распечатать текст, Да. и ты понимаешь, что очень неграмотно написано. Есть же элементарные правила русского Я языка, даже да, выучила которые... несколько строчек там, Да? знаешь, Да да. ну. Да. Ты своей любви кинжалом уколола, словно жалом. Да, и забавные такие Ну, тексты. Я знаю, ты опять не свадьба спишь, это да. очень такая острая отдельная тема. И перед тем, как мы о ней поговорим, у меня лично такой родился вопрос к вам, дорогие мои музыканты. Кантри можно назвать национальной музыкой. Америка это новая нация, да, можно сказать. И кантри это, собственно говоря, национальная музыка американской нации, если так можно выразиться. И несмотря на то, что в ней присутствуют элементы какой-то даже архаики, да, и так далее, и тому подобное, кантри остается востребованным во все времена. Во все времена откройте вот включите американский голос, America Got Talent. Там всегда 30% песен кантри, и они очень востребованы, очень хорошо заходят. В чем проблема? Почему также вот остинская классика, я не знаю, может, ее не так преподносят или Ну, хороший или вопрос никак ты поднял, да, преподносят. хороший вопрос. Например, мне кажется, что эта задача в первую очередь должна стать перед авторами, потому что ведь песни пишут, конечно, в некоторых случаях исполнители, но у авторов есть замечательная возможность стилизовать остинскую музыку. Например, вот замечаете, ведь когда мы слушаем наши песни, наших артистов, мы их очень любим, мы их очень уважаем. Многие из них на самом деле очень талантливые, у них замечательные вокальные данные. Но аранжировочки вот одна за другой. Такое чувство, что это все шаблон, что это все похожее, все одинаковое. Нет, это так музыка на остинском языке, если она в фольклорном стиле, она подавляется с кабардинским звучанием, Вот, чеченским, дагестанским. Значит, это работа автора и аранжировщика. Да, в тандеме. это задача самих артистов найти тот звук, то звучание, которое им нужно, но они не ищут сложных путей, им легче. А вот мне почему? сделайте вот в стиле там. Почему не ищут? А мне кажется, потому что должна быть какая-то все-таки позиция, национальная позиция. Идея, которой надо идти. Надо свою музыку поднять до того уровня, чтобы она была интересна. То есть уровень у нас низковат. Ну, Объективно. да. Объективно, Если честно, да. объективно, если взять традиционную культуру, он не низковат. Но если да. взять современную тенденцию, мы, конечно, отстаем от своих соседей, потому что тот же вот мы слушали Аскера Махмудова, да, который вырос, поднялся как артист в Осетии, да, он был такой остинский Муслим Магомаев, да, он так славился и по Кавказу, его, ну, как бы долгие годы он здесь. И Ким Суанов там по горной узенькой тропинке, где терек мчится и плывет, вниз по тропинке осетинка, нежнее, чем свет зари идет, вниз по тропинке. Ну, такие вот слова были прекрасные, музыка. Так это были первые вот эти шаги развития современной эстрадной. Первый и последний. Да, ну, потому что после это было забыто в 90-е годы, и было... Вот эти злополучные 90-е. Да, потому что появилась свобода, не было никакой градации. Профессиональная музыка, непрофессиональная, кому было Кто во угодно, что тот гораздо. занимался, да, музыкой. Смотрите, но ведь наши соседние республики, они смогли преодолеть этот период, да, и вот мы, если записываем какие-то треки, какие-то песни, мы ездим к ним, в тот же Дагестан и в КЧР. Вы Почему? ездите, я не ездю к ним. Ну, я поспрашивала. Не, знаете, в чем дело? Бывает, что исполнитель сам не знает, чего хочет. Он изначально, когда создает песню, он должен каждую строчку изучить, должен акценты поставить, ударения в песне, он должен
найти то звучание, которое ему нужно, а он этого не знает, и он начинает уподобляться другим, говорит, а давай я как у него сделаю, или давай я как у него, и он превращается вот в общую такую картинку, как бы такую графическую схему, которую можно заполнить любыми красками. А ты должен быть самобытным, ты должен даже, ты берешь чужую песню, да, у нас много есть хороших примеров, талантливые ребята берут песню Кима Суанова и поют как Ким Суанов. Берут песню, допустим, Юрия Бацазова и поют, как Юра Бацазов. Свои манеры, да, да? Манеру Муслима Магомаева берете, спойте по-своему, пропустите через фибры своей души, придите к апофеозу духовной красоты, которая есть вот у вас. Да, потому что легко петь как исполнитель, который уже это исполнил, потому что это его труд. Это его труд. Он создал Страх эту песню. испортить или все-таки эта история больше о денежной такой финансовой составляющей? То есть если мы в погоне за рублем... Нет, быть похожим легче просто. Это легкий путь и прибыльнее? Кому-то, да. Но мне это не интересно. Я поэтому иду как До окольными меня с путями. запозданием мысли доходит. Вот вы тут 90-е ругаете, а между прочим, общепризнано, что в периоды... Это, видимо, год рождения. Окей, в хорошо. самые тяжелые времена для народа искусство подвергается самому сильному расцвету, да? Пример такой. Я вот в детстве играл в игрушки солдатиков, и они вот у меня сражение шло. И в момент, когда включалась, допустим, музыка, которую я, в принципе, сейчас очень ностальгически вспоминаю, там «Белые розы, белые», у меня трансформеры там у меня разлетались. Потому что, я искал другую музыку. Альтернативную. Да, я не знаю, у меня в детстве это было заложено, я искал другую музыку. Мне вообще Просто слушать другую музыку. 90-е нашу эстраду, потому что родители у меня были с образованием ГИТИСа, и когда они слышали, что мои подружки, например, мне навязывают альбом там группы «Нана» или что-то в этом роде, все, это вопрос, быстро папа закрывал этот вопрос. Заколачивал окна. Да, значит, кто прививает вкусы нашей молодежи? Была взрослые. «Нана», а были такие замечательные примеры, как, например, группа «Мертвые дельфины», которых, к сожалению, мало кто слышал. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, А ты нам расскажешь. Позже вернемся, чтобы Про дельфина. добить. Я все-таки хочу понять, как у нас расставлены приоритеты. Да? Мы хотим написать какую-нибудь примитивную песенку, исполнить ее и заработать на свадьбе, или мы можем затянуть поясок потуже, заняться творчеством, немножко подождать и все-таки как-то реализоваться как творец, как создатель, как музыкант. Вот что у нас сейчас в обществе происходит? На эстраде что происходит? Что в приоритете? Проблема в том, что артисты жалуются на слабое финансирование. Они говорят, что не на что делать красивые аранжировки, создавать красивые песни. У авторов это стоит денег, у аранжировщиков это стоит денег. Это труд, интеллектуальный труд. И, конечно, с одной стороны, понятно, почему они так стремятся работать на свадьбах, да, и вот петь на потребу публики. Но, с другой стороны, тут нужно все-таки, наверное, быть не просто артистом, а немножечко, если не каждый же продюсер, сам себе продюсер. Естественно, что необходимо иногда и посоветоваться с кем-то, да, поискать какие-то пути. Вот творчеством заниматься, если артист прекращает, он уже не артист. Он должен заниматься творчеством. Какая бы работа у него ни была. Ресторан, да, свадьбы, что бы это ни было. Ты зарабатываешь деньги, но вот мы опять говорим о том, что ж петь теперь вот такую лезгинку? Нет, почему? А давай создадим что-нибудь свое, тоже зажигательное. Вам не кажется, что жаловаться на безденежье, плохое финансирование? Вы знаете, в чем проблема? Как правило, они жалуются именно знаете, так. жалобы жалобами, кто занимается музыкой, он будет ей заниматься и в самых трудных условиях, потому что, я не буду на себя пальцем указывать, но у меня никогда возможности никакой не было. Так получилось, что небогатая была семья, отец болел долгое время, я себе не мог позволить, но я все равно, записывать фонограммы, что-то, песни какие-то, я все равно искал пути, я пел чужие песни, перепевал, делал каверы, и я вам могу сказать, смотря на все конкурсы и общаясь с молодыми артистами, генетический вопрос, знаете, очень важный, в том, что талантливые дети рождаются
у небогатых родителей, как правило. И поэтому им очень трудно бывает найти свой путь. И протекция обязательно, потому что кто-то талантливого человека должен направлять. Обязательно. Потому что он может просто пойти не по тому пути и сгореть. А как же Бритни Спирс? Ну, там немножко другие законы, Давайте там не другие будем, это законы. США, Осетия. вот Да, Россия, и шоу-бизнес у них как-то по-другому развивается. Они там пережили уже свои стадии развития, и сейчас там, во-первых, на их эстраде все шикарно поющие, у них уже идет борьба за другое. Как бы так Они уже в выступить космосе летают, эдак, да, да, чтобы вот переплюнуть другого. Тот вышел полураздетый, а я в целлофане выйду на сцену. Не, ну понимаешь? зато у Вот нас уже там... плюс в том, что мы вот в этих горах сохранили культуру, которую предки столетиями, тысячелетиями передавали из уст в уста, без литературных каких-то изысканий, без летописи. Просто вот мы что-то Все-таки познали. сохранили, да? Что-то сохранили, но это, конечно, нещадно малая часть того, что мы По-моему, могли только получить. старшее поколение Но- еще пока это хранит но у это себя. есть, Да. но Они это должны есть. делиться, ведь согласитесь, Спасибо им, Руслан? что они нам Они передали то, должны что есть. делиться. И педагоги по вокалу, и те, которые вообще являются музыкальными наставниками, они обязательно должны делиться. Это и учителя, начиная со школы, учитель по музыке, училище искусств ли это, музыкальная ли это школа. Потом, мы же понимаем, что молодежь это с воздуха не возьмет. Если вы переживаете за нашу остинскую культуру, то переживать это, конечно, понятно. Надо Вкладываться действовать, надо что-то делать, конечно. Вот видите, мы сегодня поднимаем этот вопрос актуальный. Значит, это уже определенная лепта, значит, это кого-то беспокоит, волнует. А те проекты, которые сейчас на нашем телевидении... Ну, хочется встать на защиту таких вот наставников, учителей. Некоторые из них поучаствовали в конкурсе, очень достойно выступили и прошли вот прямо дальше, чем отборочный, скажу, дальше, как чем есть, знаете, четвертьфинал. вот наблюдая на профессиональной сцене, если не считать самодеятельности, я с 2005 года, а так я 7 лет на сцене, как хореограф, в 90-е начал петь в самодеятельных концертах. И вам могу сказать, что все достижения наших молодых артистов, в спорте тоже это присутствует, но вот артистов, если взять, да, вот все достижения, вопреки всему. Никакой поддержки, никакого внимания. Потом уже, когда ты состоялся, тебе начинают, Это наш мальчик. это голос нашего, это же это. И вот все наши артисты, практически, вот кого я знаю, да, которые чего-то достигли, вопреки всему добились максимально, чего они могли добиться. Смотрите, я хочу понять, почему у той же Ольги Бузовой выходит каждую неделю по новому треку, да, новая хитовая песня, а у нас как будто бы вот такая стагнация. То есть у нас исполнители, они как будто бы больше тратят на какие-то расшитые стразами костюмы, на какую-то укладку. Ты решила дело сразу к вкуса. десерту, да? Но не вкуса, заморачиваются бьешь на по-живому. музыкальную Почему? Ты составляющую. тоже сразу, конечно. Нет, чуть не нет, видел. вот, Руслан, честно, вот чего нет, так это страз. Да? Да, дорого эти Сваровски обходятся. Вот видите? Ну, первый вообще... А вместо того, чтобы декорации сделать какие-то, такие Здравствуйте, вот я прям привстаю просто. Вы смотрите, проблема, знаете, даже не в костюмах, не в стразах, а в вокале. У нас очень тяжелая обстановка с вокалом состоит, потому что, во-первых, мало педагогов, реально владеющим этим искусством, потому что не каждый вокалист, который попел и в ресторанах, и на концертах, может стать достойным педагогом. Ну, вот Марго хороший Ну, я пример, просто самородок, эстрада. у нее Я, и конечно, родитель. это эстрада. А вокал у нас страдает. И большая причина – это фанера. Вот, я вот вспомню 2007-2008 год, помню, были концерты, 32 номера в концерте, и из них все были под плюс. Под плюс это с голосом. Я вот дождался своего выхода, свои 2 номера в конце концерта спеть живьем. И зритель как бы сидел и уже досиживал, и вот на моем номере расходится. Для вас поет Руслан Кабалоти, подающий надежды артист. Я выходил с последней надеждой, которая умирает последняя, а вера, любовь предпоследней. Верить и любить надо. А потом надежда. Я выхожу на сцену, и зрители вот поднялись.
там 5 человек, и я как раз пел «Луч солнца золотого, туч скрыла пелена, и между нами снова вновь выросла стена, да, уже ла-ла-ла-ла-ла-ла, и в один, и там вот по проигрыши солнце взойдет, зритель уйдет. Вот на тот момент, когда они уходили, они сели и до конца дослушали две Живой песни. звук, внимание. Да, потому что они думали, ой, опять вышел этот фанерщик, будет вот гнать. А говорят, что у нас даже те, кто хотел бы вживую петь, не могут, потому что с техникой... Оправдание, друзья, давайте признаемся Да? в том, что... То есть технически есть такая возможность? Конечно, конечно. И, знаете, надо уметь даже в очень плохую аппаратуру, хотя это недостаток, потому что может и вокал пострадать, и аппарат. Я даже могу один смешной случай рассказать. Я делала сольный концерт, но это был благотворительный концерт, пострадавшей в автокатастрофе семье, хотелось помочь. И получилось так, что я работаю всегда в живом звуке, больное у меня горло, здоровое. Это моя задача, как построить свой репертуар, свое выступление так, чтобы выдержать. И мне очень хотелось и повеселить зрителей, и в то же время преподать какой-то урок, намекнуть, тонкий намек на толстые обстоятельства. И что я сделала? Я попросила своего помощника вынести на сцену один предмет и сказала так, почему все время артисты жалуются на то, что у нас плохая аппаратура, плохие звукорежиссеры. Может быть, просто мы не даем им возможности реализовать свои способности также, потому что что ему кнопку нажимает, а вы все поете под фонограмму. И вот когда жалуются на живой звук, я сказала, что хороший артист, если он очень хочет спеть вживую, он споет даже в ведро. Вынесите мне ведро, пожалуйста. И мне вынесли на сцену ведро. И это даже, кстати, в просторах интернета. Когда лопнуло ведро? Нет, вот, к сожалению, не лопнуло, эффекта не было желаемого. Но я спела в это ведро. И задаю зрительный зал вопрос. Вы слышали мой голос? Да. Глухо, ужасно. Но вы точно слышали, есть у меня этот голос или нет? А чтобы басы добавить, в ведро еще воду можно налить? Конечно, можно было там приспособиться. Зритель посмеялся, но однако я сказала, записывайте, предупредила, записывайте это на телефон и выкладывайте. Пусть это будет небольшим таким примером, и ставьте количественным, хэштег конечно. «Ведровое Да, пение». спела в ведро называется. Смотрите, несмотря на такие сложные условия на эстраде нашей местной, все-таки у нас любят и слушают исполнителей. А вот кого конкретно, давайте узнаем из опроса. Посмотрим все его вместе. Внимание. Классику слушала, а вот современных нет. Матранг, Мияги, Эндшпиль и все, наверное. Даурова очень люблю. Аллу Хадикову очень люблю. Рустам Джихаев. Например, Ашка Ягуртон. Хорошая песня. Не, я, больше с зарубежных песен прикалываюсь, честно. Я очень люблю Мияги, Эндшпиля, Матранга, Амиго. Вот они. Керя. Шалдонский который. Я в данный момент сразу не могу на это ответить. У меня их много, я сам ходил тоже на национальные танцы, И их много, не хочу их называть, сейчас скажу одного и сразу нет. И на это я затрудняюсь сразу ответить на этот вопрос. Исполнителей астинских я слушаю моего любимейшего, пусть он это даже услышит, Губиева Эльбруса. И современное. И Даурова тоже очень обожаю. А потом из прежних, конечно, Балаев. Это, конечно, мне кажется, он неповторимый. Тайсаев Олег. Потом он гармонист, Руслан Зуцев тоже. Но он и поет ведь сейчас. Тара, Мияги, все. Хадикова. Алла Хадикова. Обожаю просто. Мне кажется, она вообще какая-то святая. А потом Марина Хутугова тоже очень хорошо поет. А они кого крутят? Одних тех же. Согласны? Такие полярные мнения. По-моему, все вполне объяснимо.
Да, И приятно, Руслан. что у наших Какая мысль коллег тебя есть посетила? слушатель. Не, ну, во-первых, Мияги — это тенденция современная, рэп вообще популярен по молодежь всему сейчас миру, да. слушает, да. И это пришло и в Россию. А что касаемо вот, допустим, тоже наших коллег, это, в принципе, выстраивается из того, что крутится по радио. Да? Что радио вещает, то, в принципе, люди и слушают, если они слушают радио. Мне интересно, вот эта история с Мияги, с Матрангом, Алолай, Парсивзаур. Мне кажется, что на фоне вот какой-то общей, ну, можно сказать, безысходности. Вот случаются такие яркие звезды. Это путь, Да? как бы, Может новый путь. быть так? Да, это новое направление для нашего слушателя. Им приятно, что наши ребята что-то в этом направлении делают. И дай бог, чтобы они всегда были на высоте. Особенно интересно, как с Матрангом это произошло, да, то есть там действительно особых каких-то стартовых условий не было, да, то есть человек... Минимальные были, да. Self-made man, да, такой. Давид? А Давид, Замер. Нет, Давид просто хотел бы сказать вот о чем. Вот вы сейчас все о Матранге, о Мияги, безусловно, очень талантливые исполнители. Мне даже, честно говоря, стыдно немножко их оценивать. Я-то в жизни ничего не создал. Ну, не как вокалистов оценивать, а как современных исполнителей. Как да. музыкантов. Как музыкантов. Нет, как, в широком смысле этого слова. Музыка-то есть? Ну, Слова есть? Нет, Всё для качает. меня музыка, смотрите, есть определенные параметры музыки, гармония, да, там, начало, развитие, финал. Они вот в своем сегменте, в котором они работают, они максимально, что могли, они сделали. Но, допустим, ну, я не слушаю такую музыку, но я рад, что у нас есть ребята достойные, и у которых есть свой слушатель. Но это тенденция. Даже уже массовый российский слушатель. Определенные, ну, взрослые люди их не слушают. Они... Перед тем, как прийти на эфир, я подготовил для вас, дорогие зрители, и для вас, дорогие гости, небольшой сюрприз. И сейчас отгадайте. Я в детстве, с детства мне запомнилась одна остинская песня. Я считаю, вот это эталон песен на остинской эстраде. И почему-то у меня очень большие вопросы, потому что по теме, почему, собственно, вот на этом остинская эстрада для меня лично закончилась. И угадайте, о какой песне идет речь. Очень часто ее крутили на ГТРК, Алане. Вы учтите, что детство Давида и наше детство, они Жон, вряд ли совпадают. Это был конец 90-х, начало 2000-х. Практически каждый вечер ее Догадаться включали. сложно, Давид, ты нас заинтриговал. Карина, Хорошо. имя твое. Давайте, чтобы не мучить, сильно мучились, да, небось. Послушаем, послушаем. Осень. Żonaj arsauzan bon Czekasz to zeszty Fynta pad Amada żardł Lauzeszty ład Citi dżun chachta Bony hivzan bon Fala yırışton Lauzanda żardł Lauzanda żardł Bony hivzan bon Yırışton Lauzanda żardł. Ну вот раз уж... Все понятно. Ну что, не разделяйте Нет, почему же? Все вполне, ну, очень... Теплое. Это вот такое, это вот осетинская канта. Это вообще работа Аркадия Царионти, аранжировка и клип. Все он снял за свои деньги, что поддержал этим Мурата Доева, который тянулся к музыке. Он вообще врач, сейчас он в Германии живет, работает, потому что там, наверное, лучше. Но он всем сердцем с Осетией и постоянно выходит на связь. И вот благодаря Аркадию Царионти очень много звездочек остинских появилось. И появились все радиостанции нам известные, да, с которыми, к сожалению,
его пути разошлись или его разошлись с этих путей, да. Всякое Но надо вспомнить этого выдающегося человека, потому что мы все время на мероприятиях встаем под гимн, который написал тоже Аркадий Цареонти. И тот вклад, который он сделал в музыку, он неоценим. И думаю, еще... Видите, вначале я ведь так и сказала, эпоха 80-е, 90-е, эпоха Цареонти. Да, это его эпоха, да. Осетии, да. Вообще, конечно, 90-е годы, хотя и много всего появилось такого некачественного, в то же время очень много доступным стало, да, и вот в этом потоке все равно появлялись яркие люди, яркие личности. Потому что все-таки, когда очень строгая цензура, которая была во времена коммунизма, да, прям строгие рамки, вот так нельзя, то и развития никакого, конечно, особого не было. Вот, страх импровизировать, мне кажется. Песняры, самоцветы, они делали про западную музыку, в принципе. Они делали многие качество, артисты, на Руслан, фальцете смотрелись пели. очень нестандартно в то время и терпели большие неудачи и впадали в депрессию только потому, что это направление не принималось обществом. Поэтому, как сегодня вот сперва остро реагируют: ой, что это наши рэп запели, Матранг, Мияги, я это не понимаю, мне это все чуждо. Это новые направления, среди них тоже есть качественное и некачественное, и нужно четко вот Главное, разделять. чтобы это все было живем, и вот это важный фактор в том, что очень больно, когда молодежь на фестивалях поют то, что слушают по радио, потому что очень много невокальной музыки, которая не показывает те возможности, которые от природы человеку даются. Любимое мое слово — диапазон. Диапазон, Мне все равно кажется, что огромное количество молодежи все-таки сейчас за живой звук. Мы это прям наблюдаем, особенно я, работая с молодежью, прям очень сегодня, этим горжусь. Кстати, Республиканский дом народного творчества и Министерство культуры, мы организовали конкурс. Это моя идея была, конкурс акапельного пения впервые в Ардоне. Прошел, и это большой шаг, потому что мы должны к акапелло прийти. Акапелло — это пение без сопровождения, и только тогда можем выявить настоящие таланты в разных направлениях: в классическом вокале, в блюзе, в джазе, в роке, в рэпе, даже в художественном свисте, R&B и битбокс. И мне кажется, надо все-таки вокал развивать, потому что когда люди слушают качественную музыку, и общество Как более вообще сознательно. воспитать вот чистый вкус музыкального ребенка? Вот ваш кратко, Несколько в двух тезисов, словах, потому что сейчас, советы. к сожалению, наш эфир уже подходит к концу. Как мы должны детей своих воспитывать? Вообще, конечно, если мы понимаем, что является достойным, то мы своим детям это, даже если будем очень стараться прививать, это сейчас очень трудно, потому что все-таки нами правят просторы интернета, и молодежь там очень много всякого видит. Вот. Да, надо беседовать и в музыкальных заведениях прививать эти вкусы. И то, что можем сделать мы сейчас в нашей республике, это вот эти замечательные проекты, которые мы уже наблюдаем на нашем телевидении, помогать этой молодежи. Знаете, вот есть такая притча о сорняках и о пшенице, когда кто-то посеял пшеницу, а враг пришел и посеял сорняк. И когда работники хотели скосить этот поднявшийся сорняк, им сказали: не надо, пусть дозреют до времени, и потом очевидно станет, у кого колосья с плодами, то и есть пшеница. Нас сейчас интересует эта пшеница. Но пока дождешься урожая, время много пройдет. Ну вот она сейчас заколосилась. Хорошо, давайте так. Видно. Плейлист для ребенка. Плейлист. Ну, это Моцарт, очень трудно. Это очень классика обязательно. Моцарт. Конечно, классика обязательно. Классическая остинская эстрада. Чайковский. Обязательно. Российская эстрада. Ну, например, честно вам скажу. Единственная Тут советов не может быть, да. Но и все равно, если родители не будут с детьми беседовать и слушать: а что ты слушаешь, а покажи свой плейлист. Просто Если интересоваться они будут надо, вникать. чем занимается ваш ребенок, что он слушает. Мне еще хочется, чтобы вот каждая бабушка, которая нас сейчас смотрит, она поняла, что если к ней приедет ее внук, и она будет в это время смотреть «9-ю волну», то вряд ли он поймет, что такое остинская мелодия. И потом он по взрослению уже своему будет воспринимать вот эти вот все ритмы как истинно национальную музыку. А если она эту гармошку возьмет дома и начнет играть для ребенка,
И знаете, что нужно? Право выбора у детей должно быть. Не должно быть стадного инстинкта. Вот мой друг слушает, я тоже это буду слушать, потому что еще у него это на телефоне, это модно. Человек должен тянуться к той музыке, которая отзывается у него в сердце. Ну, в общем, думайте, что слушают ваши дети сейчас, чтобы потом не искать виноватых. А мы напоследок вам дадим полюбоваться на наших конкурсантов в Ажарма. И напоминаю, что полуфинал состоится в воскресенье вечером, и вы сможете там проголосовать за своих любимчиков. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. И вам Споете спасибо. сейчас Спасибо. нам тоже вне эфира. Это были пазлы. Давай. Всего хорошего. Zanraj, Ruzengay mam